Продолжаем дополнять информационную картину субботы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Столетний план развития подходит к завершению первый этап масштабного проекта. Дегазификация населенных пунктов. До конца года к газу подключат 300 домовладений. Якутская «Заря» сыграла в ничью с нижегородским «Норманом» в домашнем матче чемпионата России по мини-футболу. Получившим прививку от коронавируса сегодня выдадут талон на бесплатный медосмотр для водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба Якутской горбольницы номер 2. Акция продлится всего один день, 18 декабря, в здании Центра культуры и современного искусства имени Гагарина. Подойти за вакциной можно с 16 до 21 часа по адресу Можайского, 25. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Отмечается, что по талону бесплатный медосмотр можно будет пройти в удобное время в Якутской городской больнице номер 2. Подходит к завершению первый этап масштабного проекта «Столетний план развития». Инициативная группа проекта побывала почти во всех районах республики и собрала больше 1000 предложений и идей от якутян. Своим видением на эту тему поделились и жители Якутска на стратегической сессии с участием главы региона. Столетний план развития – это большой совместный разговор жителей о будущем республики, роли в растущем глобальном мире. Инициаторами мероприятия выступили молодые специалисты, Министерство инноваций, печатные издательства и другие учреждения. Проект «Столетний план развития» является прототипом, продолжателем труда Платона Аюнского «Великий столетний план». Встреча в Якутске станет завершением первого этапа масштабного проекта. Итогом должен стать документ, который отразит общий порыв всего населения. В преддверии столетия республики сказали ребята, у нас был столетний план. Его написал Платон Алексеевич Аюнский. Естественно, а что будет в следующие 100 лет? Надо спросить у кого? У населения. Да? Надо поехать по районам, посоветоваться с людьми, о чем они думают, какие у них сейчас проблемы. Ну и как они видят будущее своего района, себя вообще вот в общей стратегии республики. Я очень рад, что нам это удалось всю вот эту сборку сделать. И сейчас у нас очень много материалов, которые мы собрали из каждого района. И я вот хочу сказать, что это сегодня завершается первый этап именно сборки. Да, очень быстро люди входят вообще в проектирование будущего. Да, и мне очень много, оказывается, вот республика разная. Промышленные районы, арктические районы, сельскохозяйственный, город Якутск. Да. Но есть вещи, которые все-таки, вот меня что радует, есть вещи, объединяющие нас. То есть все хотят, конечно, здоровья, все хотят образования, все хотят сохранения экологии, все хотят сохранения традиций, да, то есть вот вообще понятие сохранения в будущее – это такая основная линия, которая, конечно, в растяжке, скажем так, экология, промышленность – это вопрос, да, сохранение традиций, технологий, глобализация – это тоже вопрос, и вот как это все делать, это очень много интересных инсайтов. По маршруту Нижний Бестях-Владивосток планируют запустить скоростные поезда. Соответствующее предложение озвучил Айсен Николаев, напомнив, что с этого года началось беспересадочное сообщение с Нижнего Бестяха до Владивостока, куда якутяне стали добираться на 13 часов быстрее. Глава Якутии рекомендовал продолжить работу по повышению уровня транспортной мобильности и уже в следующем году запустить по этому маршруту скоростные поезда. Кроме того, Айсен Николаев подчеркнул, что уже сейчас нужно думать о стратегической цели – строительства железной дороги до Магадана, и дал поручение Кабинету министров работать в продвижении этого проекта. Тем временем увеличена грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан на трассе Колыма до 20 тонн. Об этом сообщает управление дорог Вилюй. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы. До конца текущего года к газу подключат 300 домовладений в республике. Продолжается реализация региональной программы дегазификации населенных пунктов. С момента старта программы поступило более 2000 заявок. Так, сегодня глава Якутска Евгений Григорьев и генеральный директор Сахатранснефтегаза Алексей Колодезников посетили семью Дьячковских, в чей дом был проведен газ по социальной программе.
Напомним, заявки на соцгазификацию принимают на сайте Сахатранснефтегаза, в районных газовых участках и в клиентских центрах. Социальная газификация позволяет сегодня получать вот такие вот хорошие проекты, когда семьи могут подключать свои дома по бесплатным программам, которая была запущена президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Если вспомнить, несколько лет назад подключение к газу было какой-то проблемой, которая оказалась нерешаемой. Сегодня государство берет на себя полностью эти обязательства. Если у вас есть жилой дом зарегистрированный, то уже государство само подключит вас к газу. Полезно и вкусно. Целевой фонд будущих поколений совместно с кулинарной студией Food Life проводит завершающие курсы «Мини-шеф». С начала декабря 48 столичных школьников под чутким руководством шеф-повара студии научились готовить разные блюда, их сервировать и красиво подавать на стол. О курсах в сюжете Ульяны Шагиной. Для шеф-повара Уйгулана это первый опыт работы с детьми. Но со стороны это и незаметно. Весело и с хорошим настроением он учит детей не только готовить те или иные определенные блюда, но и по ходу учит их теоретической части. Ведь настоящий кулинар должен знать о еде все. В основном я стараюсь объяснить базу готовки, не именно рецепты, потому что по рецепту любой человек может сделать. Самое главное – это привить какую-то базу. Базу знаний, базу умений и тому прочее. Самое сложное блюдо такое, которое Дети готовили. Ну, для меня это, наверное, лазанья, потому что очень много детей было, и это первый курс. Поэтому было достаточно сложно за счет того, что лазанья – это многоэтапное блюдо, потому что там есть фарш, который надо отдельно приготовить, соус, и помимо этого тесто замесить, еще и равномерно его подрезать. Курсы – своеобразная подготовка к открытию строящегося парка будущих поколений, где как раз-таки подобные занятия для детей и взрослых станут постоянными. Проект «Детище» самого фонда будущих поколений. И уже в ближайшем будущем он станет центром притяжения горожан к полезному досугу и осваиванию самых разных интересных профессий. Мы хотим, чтобы к окончанию строительства парка будущих поколений уже были те резиденты, значит, такие образовательные программы, которые можно было бы сразу уже запускать в парке. И, соответственно, уже сейчас мы создаем такое сообщество вокруг парка, проводим различные образовательные курсы по предпринимательству, по медиа и вот в том числе по кулинарному искусству. Сегодня по плану у детей научиться готовить самые вкусные картофельные драники. Шестиклассница Аина здесь впервые. За месяц научилась готовить многое, но больше всего запомнились панкейки. Вчера очень интересно готовили панкейки. Без сахара были, но были очень сладкие. Вот это вот тебе понравилось, да? Ну, вообще, а в будущем теперь что ты решила? Можешь как-то свою жизнь теперь связать с готовкой? Ну, я вообще очень люблю готовить сама. Из-за этого хотела сюда пойти. И много чего узнала нового. Курсы открылись 6 декабря. За это время 48 детей, поделенных на 4 группы, открыли для себя целый мир кулинарного искусства. И, скорее всего, кто-то из них уже увидел себя в будущем настоящим шеф-поваром. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. Созидаем будущее вместе! От рояля до мольберта Мирнинская детская школа искусств получила музыкальные инструменты и оборудование по нацпроекту «Культура». Радостное событие для учеников и педагогов. Инструменты не обновляли десятилетиями. Школа искусств готовит почти 8 сотен воспитанников по 3 направлениям – музыкальное, художественное и хореографическое. Педагоги уверены, федеральная поддержка – толчок для дальнейшего развития творчества среди детей. В школе растет количество учеников. В духовое отделение в этом году набрали на 6 ребят больше. Будут играть на новых флейтах и саксофонах. Благодаря нацпроекту преобразились и кабинеты художественного отделения. Стеллажи, демонстрационные системы, стенды демонстрационные. То есть мы как раз-таки расширили возможности для демонстрации работ художников. Также мы приобрели мольберты телескопические, очень хорошие, походные, можно их брать с собой. Кстати, их уже использовали. Летом дети ездили на пленэр. В городской бане Ленска открылся буфет, массажный кабинет и парикмахерская. Теперь, придя в баню, можно не только помыться, но и провести целый комплекс процедур, да еще и выпить чаю, рассказывает Светлана Балеева.
Городская баня после реконструкции была открыта в прошлом году и сразу стала пользоваться большим спросом у ленчан. За год в бане помылось более 6 тысяч человек. Всех все устраивало, и пар, и помывочная, но вот пожелания все-таки были. Люди постоянно требовали, не требовали, а просили буфет, парикмахерский, массажи, чтобы это было как бы удобно кому-то что-то помыться и как бы сделать такие вот эти самые. Ну вот глава у нас и директор Алена Александровна, значит, это самое как бы все это. Есть арендаторы, сняли 4 вот эти сразу комнаты, чтобы был буфет, массажная там. Ну, может, кто-то ногти, там, может, кто-то массажные, эти сам педикюры будет делать, не знаю. Ну, в общем-то, люди довольны. Сейчас вот они сегодня должны открыться, и как бы пойдет дело. И действительно, какая баня без вышеперечисленных услуг, особенно без буфета, когда после парилки можно выйти и выпить кружку горячего чая. Сегодня он здесь появился благодаря предпринимателю Кумбат Саидовой. Его прилавки ежедневно будут пополняться свежей выпечкой местных производителей. Продажа горячей куры-гриль, соки, газированная вода и чай. Цены у нас самые-самые бюджетные. То есть любой, я считаю, что абсолютно любой человек может зайти сюда, даже не только посетитель бани, а в принципе любой там проходящий мимо человек, он может зайти сюда и попить, может себе позволить попить чаю. Также в бане открылся массажный кабинет и парикмахерская. Эти 2 кабинета девушка тоже взяла в аренду у предприятия «Гранит». Теперь один из них сдает субарендатору под парикмахерскую. Здесь больше поток людей. И удобно. Сразу постригся, помылся. Пожилых женщин тоже стригу. Но в основном на мужчин и мальчиков. Сама Кумбат – массажист. Она работает в массажном кабинете. Желающих на эту процедуру всегда хоть отбавляй. Поэтому клиентов, надеется девушка, будет много. Ленчанам уже понравились новые изменения. Стрижка тем более нужна. Почему? Ну, как пришел, постригся. Чистый, нормально выскочил отсюда. Будем, все будем. Что есть, всем пользоваться будем обязательно. В скором времени в бане появится кабинет маникюра и педикюра. Еще несколько идей предприниматель оглашать не стала. Но, судя по всему, открытие новых направлений в банном деле будет еще не одно. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Далее о спорте. Госдума приняла законопроект о введении паспорта болельщика Fan ID для доступа на соревнования. Закон вступит в силу с 1 июня. Официально паспорт болельщика будет называться персонифицированной картой для посещения спортивного соревнования. Он позволит идентифицировать всех лиц, занятых в проведении турнира, для обеспечения безопасности и общественного порядка. Оформить документ можно будет на портале госуслуг. Перечень официальных спортивных соревнований, для посещения которых потребуется паспорт болельщика, будет определен правительством. Якутская «Заря» сыграла в ничью с нижегородским «Норманом» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча прошла в Троицке и завершилась со счетом 4-4. В составе якутян результативными ударами отметились Афанасий Федоров, Сергей Сергеев, Максим Юсупов и Роман Аносов. У гостей отличились Иван Малинин, Дмитрий Навальнев, Данил Самусенко и Михаил Костраба. «Заря» поднялась на 5-ю строку турнирной таблицы западного дивизиона, набрав 19 очков. В следующем туре якутские футболисты встретятся со столичной командой КПРФ-2. Матч пройдет 24 декабря. К текущему часу это вся информация. Оставайтесь с нами.